В историческом парке «Россия. Моя история» организовали документально-мемориальный проект, посвященный боевому пути и подвигу добровольческого отряда «Барс-2 Ботур». Эта мультимедийная выставка еще задумана была в 2025 году, так как накопилось уже очень много материала. Весь год, 25-й год, готовились к этой выставке, собирали материалы. Эта выставка будет пополняться. Для меня вот самое дорогое – это ребята, которые убывают в зону СВО, это их шевроны. Тут 36 отрядов на сегодняшний день убыло в зону СВО. Они это все оставляют на память, как доказательство того, что вот они убыли в зону СВО защищать нашу Родину. За службу Родине якутский батальон единственный получил боевое знамя от Министерства обороны России и собственное почетное название, удостоен ордена за доблесть второй степени. Более 1200 бойцов отряда добровольно подписали контракт. Боевые награды получили более 450 бойцов. Более 300 добровольцев получили ранения различной степени тяжести. 35 бойцов погибли, исполняя свой долг перед Родиной. Наши ребята совершают героизм, это факт. Это все знают. Когда трудно, якуты нужны. Да? Мы гордимся ребятами. Конечно, хотим, чтобы наши ребята вернулись живыми и невредимыми. Закон войны такой, что, к сожалению, не всегда это получается. Поэтому вот такие выставки и память тех ребят, которые погибли сегодня, вот этой выставкой четко видно, да, вот такие памятники должны быть. Не только могильные памятники, а памяти вот именно как в виде выставки, да, в виде отношения нас. Именно вот такой метод, такой формат, наверное, лучше дойдет до наших детей, и они поймут, что такое защита Родины. Это же не просто на словах, а вот именно на тех фактах, на правдах, которые здесь размещено сегодня. Экспозиция разделена на 3 тематических раздела: история формирования отряда, направление боевой работы и командиры батальона. Здесь представлены личное обмундирование и экипировка бойцов отряда, трофейное вооружение и предметы, захваченные у противника. Особое место в организации выставки занял санинструктор отряда Евгений Илларионов. Он лично курировал создание раздела, посвященного тактической медицине, чтобы показать работу медиков на линии огня. Мои внуки учатся в школе. Про это вообще я не знаю. Такие уроки они там не проводят. Поэтому я думаю, что надо взяться за это. Надо уроки мужества вот здесь надо проводить во всех школах. Для нашей молодежи это очень нужно. Мультимедийная выставка «Барс-2 Ботур» несет важную миссию – сохранить правду о героизме якутских добровольцев. Сегодня в нашем музейном комплексе проходит очень важное мероприятие. 83 года назад был освобожден город Ржев. Город Ржев и Республику Саха-Якутия связывают очень давние связи. Дело в том, что один из первых мемориалов, посвященных воинам-якутянам, героически павшим за Родину, установлен на Ржевской земле. И с этих пор, с 1994 года, с момента установки этого памятника, также которому предшествовала большая работа, инициированная краеведами, общественниками Намского района. Вот эта работа продолжается сегодня, ширится, имеется соглашение о сотрудничестве, работает лагерь «Вахта памяти» под Ржевом, который собирает тысячи молодых людей, которые занимаются поисковой работой именно на Ржевской земле, которая те давние годы, в течение 17 месяцев, была местом ожесточенных сражений, где и сегодня покоятся тысячи воинов, имена которых должны быть восстановлены, возвращены нам. И эта работа постоянно ведется. И поэтому, когда мы говорим о том, что надо воспитывать молодое поколение, новое поколение граждан Российской Федерации, мы должны их воспитывать, конечно, начиная вот с тех документальных событий, которые зафиксированы сегодня, уже говорим, в архивных документах. Это кинофильмы, это книги, это различные военные документы, для того, чтобы молодежь потрогала их, посмотрела их, прочитала их, прониклась внутренним содержанием этих событий.
Сегодня присутствует здесь множество общественников, представителей разных улусов, молодежь, школьники, которые интересуются и занимаются этой работой. И вот то, что сегодня принимало участие большое количество представителей Тверской области, Ржевского района, это очень знаково. И мы должны вот эту вот память о наших предках, наших героических предках, она связывает наши регионы и дает нам почву для того, чтобы мы и дальше объединялись. Поэтому этот форум сегодня посвящен Году единства народов России. Ну а мы, конечно, как исторический парк, как музей, будем продолжать всестороннюю работу по сохранению нашей исторической памяти, памяти о наших героях. Сегодня, 14 февраля, прошел день книгодарения. 14 февраля – это не только про День влюбленных, это также и про любовь к книгам. Именно в этот день люди могли просто так подарить книгу, а тот, кто хотел бы ее прочитать, мог ее взять. В этот день наши друзья провели 2 мастер-класса по закладке по книге и книга оригами. Также прошла викторина от Залажной библиотеки, которая познакомила ребят с этим днем. Также Виктор Борисович, наш сотрудник, ознакомил всех про журналистику 90-х годов, про игровую журналистику. Также в этот день у нас не только книгодарение, у нас еще и благотворительная акция для детского сада номер 28 село Танда, которое, к сожалению, сгорело. Но, к счастью, никто не пострадал. Как видите, очень много людей подарили детскую литературу для данного сада. Больше следить за нашими новостями можете в мессенджере ВКонтакте. Сегодня в историческом парке 14 февраля у нас проходит мероприятие, которое у нас было 13 февраля, посвященное ко Дню якутского языка и письменности с целью поддержания родного языка у нашего населения. И сегодня у нас объединились 7 команд из разных организаций. Получилось у нас вот такое большое мероприятие, называется «Тогос тюгель того», то есть 9 раз «почему». Особенность данного мероприятия составляет, что оно у нас инклюзивное. То есть у нас участвуют люди как с нарушением здоровья, с ограниченной возможностью здоровья, и также здоровые обычные люди, чтобы также создать такую инклюзивную среду с целью просвещения людей. И получилось у нас 2 в одном, вспомнить свой родной язык и объединить людей с ограниченной возможностью здоровья и просто здоровых людей. Мероприятие проводит наш исторический парк, так что мы ждем всех желающих. У нас еще проводится много-много мероприятий, так что добро пожаловать в наш музейный комплекс «Россия. Моя история». Дорогие наши женщины, я вас поздравляю с знаменитым женским днем. Желаю вам самого главного – не сердиться на мужчин сильно. Иногда это нужно, ну а нам хотелось быть более вам быть ласковыми, поменьше слез, побольше улыбок, побольше радости. Пусть все несчастья проходят мимо вас. Желаю вам одного – счастья.
And all over Russia, and tonight in Yakutsk, and tonight in this beautiful arena, you stay in. Исторический парк «Россия. Моя история» предлагает для всех желающих услуги по организации выставок, мастер-классов, различных презентаций, детских праздников, фотосессий, культурных встреч, деловых переговоров с кофе-брейком, а также видеоконференций и онлайн-встреч. Телефон 8 41 12 40 35 97. Медиацентр «История» и мы приглашает в мир видеопроизводства исторического парка «Россия. Моя история». Мы предлагаем интернет-трансляции, многокамерную съемку, услуги видеооператоров, фотографа и режиссера монтажа, а также создание видеосюжетов и телепередач. Ждем вас по адресу город Якутск, улица Уткина, 5.